коронавируса. Министры иностранных дел стран Центральной Азии примут участие в видеоконференции и министерской встрече в формате «Китай-Центральная Азия». Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана. В ходе видеоконференции, которая пройдет 16 июля, предусматривается обсуждение ряда вопросов, в том числе и экономическое сотрудничество Китая со странами региона. Секретарю ЦК Компартии Узбекистана, президенту Узбекской ССР. Напомним, Центральная Азия еще со времен имперской России и по сей день находится полностью под гегемонией Кремля, что прослеживается как во внешней, так и во внутренней политике этих стран. Но за последние десятилетия Китай стал наращивать свою экономическую экспансию в регионе путем создания совместных предприятий, выдачи кредитов и грантов взамен необходимых для промышленности поднебесной сырьевых ресурсов. Также и западные страны, в основном США, пытаются навязать свое влияние в регионе. В основном такие попытки Запада проявляются в различных проектах – культурных, экономических, гуманитарных и, конечно, проектах в военной сфере в рамках борьбы с так называемой террористической угрозой в регионе. Что сложившаяся атмосфера дружбы и взаимопонимания позволит нам